В эфире «Якутия-24». Это актуальное интервью. Весенний паводок на реках Якутии завершается, но качество воды и еще составляет желать лучшего. Но, как заверяют власти Якутской республики, жителям столицы испытывать неудобства с грязной и некачественной водопроводной водой осталось совсем немного. В Якутске завершается строительство водозаборных и водоочистных сооружений. И о том, на какой стадии находятся работы и работы над этим важным для Якутска проектом, мы поговорим сегодня с заместителем министра ЖКХ Республики Виталием Руфовым. Виталий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ну Павел. и главный вопрос, да, на каком этапе сейчас находится строительство водозабора, каков процент готовности? Ну, наверное, вначале нужно рассказать немного про историю. Да? Действующий водозабор, он 1972 года постройки. И, соответственно, мы понимаем, что и он сам, и технологии морально, физически устарели. Соответственно, в 2013 году правительством было принято распоряжение о подготовке, о программе реконструкции и подготовки объектов водоснабжения. Соответственно, было принято решение строить, модернизировать водозабор. Также в данном году были проведены работы конкретно с Европейским банком реконструкции и развития. Соответственно, был привлечен кредит под строительство данного объекта, да, 2 миллиарда 100 миллионов рублей. И, соответственно, были начаты работы, то есть в декабре 2014 года был заключен контракт с израильской компанией «Тахал». Ну, соответственно, приступили к работам. Тут следует отметить, что весь практически 2015 год занимались проектированием, прохождением государственной экспертизы. Соответственно, мы понимаем, что к работам приступили в 2016 году. И, соответственно, у нас уже стройка идет третий год. В настоящий момент на строительной площадке у нас работает 170 человек. Занято также не менее 10 единиц специализированной строительной техники. Что касается процентов готовности, то нужно сказать, что строительство ведется активными темпами. У нас объект, мы считаем, что в высокой стадии готовности. Если пройтись конкретно по подобъектам, то сам водозаборный ковш, или, как говорят, ковш-затон, готовность составляет 93%. По насосной станции первого подъема готовность составляет ориентировочно 77%. По электролизной порядка выше 40%. По станции реагентного хозяйства также 77%. И по самой водочистной станции где-то, наверное, 68% готовности. Ну и, соответственно, мы планируем уже начиная с июня месяца плавно приступить к комплексному пробированию и пусконаладочным работам по объектно, да, для того, чтобы в сентябре месяце выйти на комплексную пусконаладку на 72 часа. А сколько вообще пусконаладочные работы продлятся? То есть, если в июне не стартуют, планируется, что в июне начнутся примерно? Ну, вот я уже ответил на ваш вопрос, да. Будем делать это пообъектно. Начнем с насосной станции, с реагентного хозяйства и так далее. Да. С начала июня мы эти работы начинаем. И, соответственно, мы готовимся к середине сентября выйти уже на комплексные пусконаладочные работы для того, чтобы 72 часа использовать обороты на полную мощность. А можете что-то рассказать про технологию нового водозабора, как он будет работать, принцип его работы? Новый водозабор у нас рассчитан на 110 тысяч кубических метров в сутки. Нужно начать прежде всего с затона ковша. Его объем составляет 330 тысяч кубических метров, то есть запас воды у нас будет на 3 дня. Соответственно, оттуда насосная станция первого подъема, вода по сетям по трубопроводам подается в станцию водоочистки. У нас нужно сказать, что на данном этапе уже будет подключено 2 подобъекта. Это у нас будет электролизная, где, соответственно, мы посредством электролиза поваренной соли будем производить гипохлорид натрия. Да? И, соответственно, у нас возникает реагентное хозяйство, где у нас складируются и будут дозироваться реагенты. Соответственно, все это подается в станцию, вода поступает в станцию водоочистки. У нас там есть 2 линии очистки воды до 75 тысяч кубов. Соответственно, очистка будет производиться посредством использования реагентов. Это у нас коагулянты и флагулянты. По коагулянтам мы будем, наверное, использовать полиоксихлорид алюминия. Он, когда попадает в жидкую сферу, соответственно, обеспечивает слипание мелких частиц. Да?
И что касается флокулянтов, они действуют аналогично, но на более мелкие частицы. Да. За счет этого у нас будет образовываться хлопья, так скажем, комки, которые, соответственно, не будут проходить уже фильтрацию, не смогут пройти. Далее у нас вода поступит по скорым фильтрам, проходит фильтрацию, поступает в резервуары чистой воды. А там, соответственно, у нас будет проходить обеззараживание, в том числе, да, то есть мы будем обеззараживать ультрафиолетом и, соответственно, будет использоваться гипохлорид натрия. После этого очищенная вода будет подаваться в город. Ну, вот хотелось бы спросить, ранее все-таки, ну, там, когда только начинался проект строительства водозабора, сроки водоэксплуатации были чуть раньше, они немного сдвинулись, с чем это связано? И вот действительно, поможет ли решить главную проблему появления водозабора, это вот улучшить качество воды в городе Якутске? Ну, вода однозначно улучшит качество. Мы ожидаем, что в октябре у нас уже будет получено разрешение на ввод объектов эксплуатации. То есть в октябре месяце мы уже готовы в торжественной обстановке открыть данный объект. Нужно отметить, что это самая главная стройка у нас в сфере ЖКХ. Проблема как бы давно была, и, слава богу, она решается. Что касается задержки в связи с вводом объекта, да, есть перенос небольшой на несколько месяцев. Это было связано, конечно же, прежде всего с финансированием. Дело в том, что, вот, как я уже отметил ранее, у нас был кредит с Европейским банком реконструкции и развития на 2 миллиарда 100, и нам не хватало 2,5 миллиарда для того, чтобы, соответственно, профинансировать вторую часть, второй транш. И практически весь прошлый год правительство провело большую работу. Мы отрабатывали вопрос финансирования с такими структурами, как Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, Евразийский банк реконструкции и развития. Это связано еще также с тем, что как бы, в отношении России были введены санкции, и, соответственно, Европейский банк реконструкции и развития, к сожалению, уже профинансировать второй транш не смог. Ну, соответственно, в конце года были проведены конкурсные процедуры по отбору уполномоченных банков на второй кредит. И у нас появилось два победителя. Первое – это ВТБ. С ним заключен контракт на финансирование на 1 200 000 под 10,8%. И, соответственно, второй транш – это 1 300 000 у нас победил Евразийский банк реконструкции и развития под 11,8%. Кредитование на 10 лет, соответственно, мы уже финансированием обеспечили, и я думаю, что в установленные сроки в октябре месяце мы объект достроим и введем в эксплуатацию. Вот говоря про качество воды, то есть стоит понимать, что не от одного водозабора все это зависит это и также от сетей городских самих, то есть трубопроводы в том числе. Как модернизация их ведется, реконструкция опять же в том числе? Ну, водоканал, акционерное общество «Водоканал» владеет магистральными сетями, да, их порядка 110 километров. Конечно же, они ежегодно проводят работы и меняют где-то по 5-6 километров. Также в этом году предусмотрена замена. Нужно отметить, что вот эти вот мероприятия позволили нам в целом перейти с металла на пластик, перевести порядка 30% труб. Ну, соответственно, для понимания мне нужно озвучить, что внутриквартальные, то есть сети, да, они относятся уже к другим ресурсоснабжающим организациям. То есть это Якутскэнерго, ЯТЭЦ, да, тут возникает АО «Теплоэнергия», возникает Прометей и другие компании. Это да. в их вотчине находится. Да. Я хотел бы, кстати, добавить в части того, что вот финансирование, да, нужно отметить, что привлеченные кредиты, они будут восполнены, то есть субсидированы за счет средств государственного бюджета. То есть фактически тело кредита и проценты, они оплачиваются и будут оплачиваться Республикой Саха-Якутия. Так, например, в прошлом году мы предусмотрели до 400 миллионов рублей, в этом году предусматриваем 533 миллиона рублей. Соответственно, тем самым мы из тарифа выводим возврат инвестиций, для того, чтобы тариф для населения, как бы экономически обоснованный тариф, не поднялся. Поэтому, конечно же, наверное, у граждан возникает вопрос, а сколько будет стоить вода, да? Но здесь, наверное, нужно успокоить в том плане, что роста тарифа для населения не будет, все будет в пределах уровня инфляции по доведенным, соответственно, индексам. Если я не ошибаюсь, он, по-моему, до 6%. Ну, соответственно, тарифную составляющую, тариф будет устанавливать регулятор, это
Государственный комитет по ценовой политике. Вот вы здесь правильно сказали про тарифы на воду, потому что когда мы говорим про миллиарды, 3 миллиарда, 2 миллиарда, трудно такие цифры на самом деле простому человеку усвоить, который с этими цифрами не работает. Про тарифы мы поняли, да, они будут в пределах нормы, в пределах инфляции, как вы сказали. И главный вопрос, который также интересует жителей, будет ли объемы водозабора, воды, которые мощности водозабора, отвечать потребностям города растущим? Безусловно, будут, потому что действующий водозабор, он рассчитан на 60 тысяч тонн кубических в сутки, а наш водозабор, который будет введен в эксплуатацию, новый водозабор, он, как я уже отметил ранее, его мощность будет составлять 110 тысяч тонн кубических в сутки. Это у нас мощность выбрана не случайно, и учитывается перспектива, и, соответственно, все объекты, они должны по федеральному законодательству запроектированы и построены в соответствии, соответственно, со схемой водоснабжения, водоотведения. Такая схема есть, утверждена городом Якутске, ее период действует до 2030 года. И там как раз-таки указывается данная мощность. Ну, стоит, наверное, поговорить о водозаборах в других городах Якутии, как с ними обстоят дела, есть ли такая же острая проблема, как в Якутске, или же потребность меньше, и если есть, то планируется там строительство новых объектов? Безусловно, такая проблема существует везде. Мы понимаем, что вода – это очень важно. Сейчас в этом году мы решаем вопрос по городу Якутску. Как вы понимаете, большая часть населения, почти 1/3 населения республики проживает в городе Якутске. Соответственно, у нас правительством проведена работа, и вот по городу Нерюнгель, это второй город по величине в нашей республике, уже, в принципе, подписываются соглашения по федеральной программе. И в следующем году, в 19-20 году, мы должны получить 396 миллионов федеральных денег. Мы должны предусмотреть наше софинансирование, конечно же, да. И данные средства будут направлены на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, то есть комплекс мероприятий, да, в городе Нерюнгель. Также мы понимаем, что есть проблемы такие же в городе Покровск, есть проблемы в городе Алекминск. Вот конкретно по городу Покровску тоже мы рассматриваем вопрос строительства водозаборных сооружений. Но там уже скважинный водозабор, усиленный Немигунцы, да, через привлечение частных инвестиций, то есть посредством заключения концессионных соглашений. Но работа в этом направлении, в общем, ведется. Работа проводится, конечно. Виталий Дмитриевич, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Спасибо за ваши ответы, что пришли к нам в студию. Я напомню, это было актуальное интервью. Мы говорили о строительстве нового водозабора в городе Якутске. Оставайтесь с нами.